Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Рейс авиакомпании S7 по маршруту Новосибирск-Якутск третий день не может вылететь из аэропорта Толмачева. Всего в аэропорту ожидают вылета порядка 400 человек. В Якутске некоторые районы республики пришли долгожданные осадки. Расскажем о погоде на неделю. Образование для безработных. Граждане Якутии теперь могут пройти профессиональные курсы и получить новую профессию в рамках проекта «Демография». В аэропорту города Якутска открыли взлетно-посадочную полосу. На совещании оперативного штаба по лесным пожарам глава Якутии Айсен Николаев поздравил всех с вводом в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Он отметил, что это даст сейчас возможность еще более эффективно бороться с огнем и перебазировать воздушные суда Ил-76 и БЕ-200 на территорию города Якутска. Оттуда эти воздушные суда будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории региона, в частности, в тех районах, где сегодня наиболее сложная пожароопасная обстановка. Между тем, как сообщили на брифинге по лесопожарной обстановке, на территории региона сегодня действует 156 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 4,5 миллионов гектаров. Ликвидировано 10 возгораний. Высокий класс пожароопасной обстановки сохраняется на территории 5 районов Якутии. Это Вилюйский, Намский, Тампонский, Чурапчинский и Усть-Алданский районы. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» с установкой «Веер» работает над искусственным вызовом осадков в западных регионах Якутии. Как отметил главный лесничий Сергей Сивцев, сегодня руководство оперативных сил решает вопрос переброски воздушных судов Ил-76 и БЕ-200 на территории Центральной Якутии, а также разрабатываются схемы их полетов с учетом открытия взлетно-посадочной полосы в Якутске. Сейчас, да, формируется план работы авиации. Сейчас как раз прошел оперштаб, формируется и будет уже доведен до оперштаба, и работа будет начата, в зависимости от погодных условий. Могу сказать, пока у нас самолет на базе Ан-26 «Циклон», да, который работает по вызыванию искусственных осадков, он работает в Западной Якутии, по направлению Западной Якутии. Вчера работал в горном районе. Ну, как вы знаете, у нас прошли практически во многих центральных районах дожди, как бы чуть-чуть получилось сбить, да, как бы площадя активного горения, но тем не менее мы не расслабляемся, сейчас усиливаем те участки, которые у нас были сложные. Глава Якутии вылетел на пожары в Намском и Усть-Алданском районах вместе с первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном на вертолете Ми-26. Они везут с собой необходимые вещи для огнеборцев – дизельные электростанции, палаточный городок и мотопомпы. Айсен Николаев и Александр Чуприян посетят территории, в которых складывается сложная пожароопасная ситуация. В частности, они побывают во Фрунзенском наследии Намского района и на Яхинском наследии Усть-Алданского района. Согласно оперативным данным, всего в Усть-Алданском районе сегодня тушат 3 лесных пожара на площади 60 200 гектаров, а в Намском районе 2 пожара на площади 3068 гектаров. Битва за тайгу только начинается. С такими словами Айсен Николаев обратился к населению Якутии. В республике создадут новую программу действий защиты лесов от пожаров с учетом процессов изменения климата. В первую очередь глава республики отметил, что в Якутии необходимо добиться увеличения численности и усиления оснащенности специализированных лесопожарных формирований, защищающих якутские леса. Пожарами предыдущих лет и этого года пройдены миллионы гектаров лесов Якутии. Поэтому необходимы решения по их восстановлению, в том числе по созданию крупных лесопитомников. Я думаю, что это обращение еще даст некий импульс для того, чтобы будет выстроена и восстановлена система восстановления нашей тайги, что появятся лесопитомники, и что и дальше
добровольческое движение будет работать не только по тушению пожаров, да, но еще и у нас других катаклизм много. Очень хорошо отметил Айсен Сергеевич сплочение нашего народа. То, что в трудной ситуации мы, якутяне, мы все народности, все национальности, все диаспоры, землячества в трудный момент можем сплотиться. В Якутию пришли долгожданные осадки. Минувшей столицей, ночью в столице республики, а также в ряде районов прошли ливневые дожди. О том, какая погода ожидает якутян до конца рабочей недели, нам расскажет наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петр, приветствую, тебе слово. Надежда, добрый день. Действительно, минувшей ночью в Якутске и в ряде районов республики прошли осадки, причем достаточно обильные. Отмечу, что в последние 2 летних месяца их у нас практически не было. Вызваны они тем, что к нам в регион пришел с Красноярского края циклон. Он именно принес к нам сюда дожди и грозы, местами даже очень обильные. В ближайшие сутки они продолжатся, в частности, на территории Ленского и Алекминского районов. Помимо этого, завтра и послезавтра ожидаются осадки в центральных и западных районах нашей республики, в том числе в Горном, Кобяйском, Сунтарском, Нюрбинском районах, а также в Якутске. Помимо этого, дожди пройдут в Тампонском и Аймиконском районах, местами 18 августа и в Южной Якутии. Там вместе с дождями придет и сильный ветер, порывистый, временами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью там будет 8-13 градусов, днем 18-23. Ну, что касается температуры в целом, то она, как говорят сами синоптики, вернется к обычным августовским значениям и опустится до 18 традиционных 20 градусов тепла. Однако уже ближе к выходным к нам в Якутию придет приморский циклон, а соответственно и температура воздуха днем немного повысится, в том числе на севере и северо-востоке, там аж до плюс 29 градусов. В Якутске сегодня без осадков, солнечно, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем 22-24 градуса. Такие прогнозы дают нам синоптики, будем надеяться, что вместе со слаженной работой специалистов и долгожданными дождями мы все вместе сможем одержать победу в битве за тайгу. Надежда, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Благодарю, Петр. А я напомню, с нами на связи был наш корреспондент Петр Васильев. Рейс авиакомпании «Севен» по маршруту Новосибирск-Якутск 3-й день не может вылететь из аэропорта Толмачева. Причина задержки – метеоусловия в порту прибытия. Всего в аэропорту ожидают вылета порядка 400 человек. При этом авиакомпания отказывает в предоставлении гостиницы. По прогнозам авиаперевозчика, на ближайшие пару дней рейсы «Севен» в Якутск отменены. Гостиницей занимается представитель в аэропорту. Если представитель в аэропорту не может предоставить гостиницу, значит мест просто нет. И некуда заселять пассажиров. У авиакомпании собственной гостиницы нет. Здесь только в аэропорту, если представитель имеет возможность разместить пассажиров в гостинице, он это делает. Если такой возможности нет, то, соответственно, он не может этого сделать. Вопросом отложенного вылета займется Минтранс Якутии. Сегодня министерство проведет очередной оперштаб по вылетам. Будет установлено количество людей, ожидающих рейса, а также проработанные механизмы восстановления расписания. По данным оперштаба Якутии, в республике на 17 августа выявлен 141 новый случай коронавирусной инфекции. 79 случаев в Якутске, в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах по 7 случаев, в Алданском, Вилюйском, Мирнинском районе по 6 случаев, по 5 случаев в Амгинском и Намском районах, 4 в Сунтарском, в Кобяйском и Усть-Алданском районах по 3 заболевших, по 2 случая в Алекминском и Хангаласском районах, в Алайховском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Татинском, Тампонском и Чурапчинском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1080 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 305 253 теста.
За весь период в Нюрбинском районе зарегистрировано 1521 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции. Из них 1325 взрослых и 196 у детей. В настоящее время продолжают лечение 99 больных. Всего по району за весь период выздоровели с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией 1322 пациента. План вакцинации взрослого населения составляет 9075 человек. Вакцинированы первым компонентом 7043 человека, что составляет 46% взрослого населения. Вторым компонентом 5614 человек. Это почти 37% взрослого населения. Вакцинация хорошо идет и в некоторых населенных пунктах сельских. Например, 71% взрослого населения села Жархан уже получили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции первым компонентом. Также хорошо идет вакцинация в селах Игальжа, Киров, Джикимда. Более 50% провакцинированы взрослого населения сел Мальжигар, Акана и Харула. В городе Нюрба процент вакцинации взрослого населения на сегодняшний день составил 48%. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно в очном формате. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Важно, чтобы ребята пришли в классы и встретились со своими учителями. Министр отметил, что 1 сентября – одно из самых важных событий для миллионов школьников, студентов и учителей. Дистанционного формата начала учебного года не предполагается, заверил Кравцов. Во всех регионах, по его словам, уже отработаны меры по защите здоровья. Тем временем глава Якутии отметил, что лесные пожары не помешают своевременному началу учебного года в школах Якутии. Никаких срывов подготовки всех школ республики к приему учеников 1 сентября не будет допущено. Эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований, сказал Айсен Николаев. Глава региона подчеркнул, что борьба с огнем действительно сплотила жителей региона. Он выразил уверенность, что общими усилиями удастся выстоять и выйти победителями в борьбе с огненной стихией. Ситуация с лесными пожарами не помешает началу нового учебного года. Никаких срывов подготовки школ республики к приему учеников 1 сентября не будет допущено. Эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований. Граждане Якутии могут освоить новую профессию, затем трудоустроиться или начать свое дело в разных сферах жизни. Желающих пройти краткосрочные курсы обучают в рамках федерального проекта «Демография». Это стоящие на учете в службах занятости населения в поисках работы, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также люди предпенсионного и пенсионного возраста. Наиболее актуальными компетенциями считается медицинский и социальный уход, а также эстетическая косметология и электромонтаж, и сварочные технологии. Бесплатное обучение проходит в дистанционном и очном формате. Длительность курсов в зависимости от выбранной профессии составляет от 1 до 3 месяцев. Если раньше во время учебы граждане, стоящие на учете в службах занятости, получали стипендии, то с этого года им выплачивается пособие по безработице в течение 3 месяцев. Критерием эффективности является трудоустройство, поэтому у нас есть сегодня показатель. После завершения обучения мы должны трудоустроить порядка 70% граждан, которые завершают обучение по этой программе. При подаче документов, отказ операторов, подтверждение заявок – это отсутствие документов. Для каждой категории имеются отдельные документы, которые они должны предоставить именно в подаче заявки. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.